Если б жатырма? Если для. Иә. Альмира Бекетовна, к сожалению, последний ваш... Не слышала, да. Вы не слышали. Я предложила участникам нашей конференции, вопросы могут возникнуть, то есть обратиться к вам. Да, готовы вы? Если они возникают, то ответить на вопросы. Да, дорогие коллеги, друзья, если есть вопросы, пожалуйста, к Динаре. Сегодня такие насыщенные информативные сообщения, что вот на самом деле, наверное, нужно определенное время, чтобы вся эта информация осела, была проанализирована. Я так понимаю. Да? Пока нет вопросов. Ну, тогда мы переходим к следующему выступающему. Доктор PhD Карим Элимханович Байгутов, пожалуйста. Значит, он директор Института искусств, культуры и спорта Казанпул имени Абая. Мы предоставляем вам слово, пожалуйста. Добрый вечер всем. Если возможно, Альмира Нурзбаевна, можете дать разрешение на демонстрацию экрана? Есть разрешение. Динара Кайратовна. Да. Ага. Сейчас свою я тут включу. Всем видно? Видно. Сейчас, минутку. Так, теперь у меня, конечно, немножко специфическая другая тема. Не другая, а связана с этим. Тема у меня демонологические символы и знаки в изобразительном искусстве в основном. Так, что у нас в основном представляет именно демонологические символы и знаки в изобразительном искусстве? Именно это поле для исследования, где можно рассмотреть взаимодействие между религиозными и культурными представлениями о демонах и их отражение в искусстве в различных эпохах, конечно. Искусство, включая живопись, скульптуру, графику и другие формы, часто являлось важным средством передачи религиозных и мифологических идей, конечно. В разных культурах и эпохах демоны и знаки, связанные с ними, были предметом изображения, воплощающие различные концепции и символы. С другой стороны, изучение вопросов мифологии мифологии и демонологии стало очень распространенным явлением в эпоху Возрождения, когда усилия по систематизации исследования в этой области привели именно мифологические материалы к различным исследованиям. В основном идеи красоты и свободы в мифологии и демонологии древних времен почти полностью соответствовали взглядам эпохи Возрождения. Развитие, утверждавшим свободу человеческой именно души, это также можно увидеть в основном в работах Данте Алигьери и Джованни Боккаччо, знаменитых представителей эпохи Возрождения. В книге именно Данте Алигьери «Божественная комедия» есть глубокий философский смысл, раскрывающий именно новые горизонты человеческой мысли. В этот период художники также создавали великолепные произведения, используя именно мифические, конечно, религиозные, демонологические предметы в своих работах. В этот период рассмотрение мифа и демонологии как моральной и поэтической аллегории стало основным направлением проводимых работ. Вышеупомянутая божественная комедия оказала огромное влияние на известных художников, живших в то время. Мифологические, демонологические персонажи, которых Данте использовал в своих работах, художники пытались изобразить на холсте или с использованием других техник, создавая произведение фантастической аллегории. Одной из специфических работ
подобных этой была тут карта ада, именно художника Сандро Боттичелли, конечно. Известного флорентийского художника, конечно. Именно эта работа, иллюстрированная работа, нарисованная для литературной книги. В божественной комедии Данте говорится, что загробная жизнь человеческой души состоит из 3 частей, в основном. Итак, эти разделы, к примеру, ад, в основном называется это инферно, потом у нас идет очищение, исповедь, чистилище и рай, парадизо. Из упомянутых здесь разделов, а именно одного из этажей от живопись Сандро Боттичелли изобразил в виде ямы, в виде круглого кольца, состоящего из 9 этажей. В этой работе Боттичелли проиллюстрировал, как мифические, демонологические персонажи живут под землей своей собственной интерпретацией, ощущением того, как они живут таким образом. Теперь у нас идет одним из известных примеров является еще у нас сатана или страшный суд, именно Микеланджело Буонаротти в его скульптуре и в его в основном фресках страшный суд. Тут в основном в этих работах была создана для одного из папских мавзолеев, изображает именно страшного суда и сатану как грозного и устрашающего существа. Микеланджело использовал демоническую иконографию, чтобы подчеркнуть силу зла и судебную власть Божию. К примеру, в книге «Мифы древнего Казахстана» в основном приводится множество примеров мифов эсхатологии. Например, повествование под названием «Падение Элика и его слуг с неба на землю, из земли в ад» полностью посвящено именно концу света. В этом повествовании Элик сам хочет привести злых духов, демонов и их услуг на землю, на землю и создает именно там хаос, различные ужасные существа, распространяющие хаос и зло по земле, начинают нарушать порядок добра. Увидев это преследование, Бог именно всей вселенной приходит в ярость и приказывает своему помощнику изгнать всех джиннов и демонов в подземный мир. Он в основном уничтожает все, что совершил Элик, и все, что он сотворил, и низвергнет под землю. Подземный мир тоже превращается именно в ад. К примеру, тут, как вы видите, в презентациях художник Вячеслав Люйко изобразил именно джиннов, демонов и слуг Элика в этом повествовании в необычном стиле. Эти герои андеграунда, изображенные художником, совсем не похожи друг на друга, а также отличаются как от жестоких сил, так и от мифологических злых персонажей в работах именно других художников, конечно. Теперь у нас такие мифические, демонологические герои, в основном в этих произведениях злые и негативные персонажи, встречающие в казахских легендах и повествованиях. Если мы рассмотрим артефакт, то увидим, что здесь есть 9 мифических персонажей в основном. Тут вы на экране видите. Некоторые выглядят как мужчины, а другие как женщины, а их лица пугают людей. Это такие персонажи, как гоблины и демоны, которые пугают в основном людей и всегда приносят зло и беспокойство. Следующий у нас художник Амсала Джельханова работа. В основном он написал множество произведений, связанных с казахской мифологией, легендами и сказками. Вот. Одним из них является Алдар Көсе. Это работа художника, одного из иллюстраций в детских книжках именно Альпе, алфавит. Вот. Все, думаю, что знают, кто такой Алдар Көсе. Алдар Көсе – это известный в казахской степи своей хитростью, умом, сообразительностью.
полным приключением именно человек. Если посмотреть именно эту иллюстрацию, Амсал Джельхан изобразил все события в этих повествованиях до мельчайших деталей. Изучая артефакт, мы видим в основном силуэт Алдар-Коси и двух демонов в темноте и в ночь. Алдар-Коси сидит верхом на одном из демонов и поет, а два дьявола внимательно слушают все, что он именно говорит, и исполняют все, что, конечно, говорит Алдар-Коси. Художник в основном использовал красноватый цвет и при изображениях остаток дьяволов также обращает на себя внимание изображение демонов подземного мира с лицами и копытами на ногах. Два дьявола, которые похищают благословение людей, разрыв декоммунизации их, обман и обманывают людей, хотят и заманить тут Алдар-Коси свои козни, конечно. Однако эти их мысли не сбываются. Воистину Алдар-Коси обманывает двух дьяволов и заставляет их делать, что ему Алдар-Коси хочет, конечно. Тут у нас в основном, если порыться именно в истории, то именно первая казахская книга написана в 1888 году, вышла первый писатель, конечно, ученый, этнограф, Михаил Алексеевич Миляпиев, написал книгу под названием «Демонологические рассказы о казахах», составленные и переведенным Михаилом в основном Миляпиевым в 1888 году. Конечно, эта книга стала книжной антологией, содержащей первые фольклорные материалы о персонажах казахской мифологии. Этнограф Миляпиев включил в книгу новые устные сведения, собранные у народа, у шаманов, конечно, в основном там в книге написаны разные персонажи, так как Албасты, Жестана, Казалмауз Кемпер, другие феи именно казахского именно народа. Письменная легенда этнографа о демонах рассматривается как именно древние сказки, распространенные именно среди населения. Миляпиев записывает одно из таких событий, в основном именно связано с этой картиной Мехметом Сияхом Халимом. Именно тут в картине 3-4 демона, они тут два демона свою демонстрацию силы показывают. История тут такова. В один из дней двое казахов отправляются из одного села в другое, путешествуя пешком по обширной степи. Во время путешествия путешественники в основном не могут найти деревню, где можно переночевать, и вынуждены ночевать в степи. С наступлением темноты и наступлением ночи двое казахов только что увидели вдали светящийся огонь и побежали именно туда, в это направление. Откуда исходит свет их, конечно, яркий свет. Когда они приближаются к свету, они видят 4 молодых людей с 2 деревянными войлочными одеждами. 4 мужчин только что встретили 2, спустили их с лошади и устроили гостеприимное угощение. 2 казахов, ничего не замечая, заходят в юрту, конечно, в то время как 4 молодых людей готовят для них рис, плов. 4 молодых людей в один голос сказали: если вы начнете есть, вы порадуете нас. Если начнете есть сразу, ничего не сказав, то, конечно, вы порадуете нас. Так они сказали. Однако перед тем, как приступить к терапии еды, 2 молодых казахов поднимают руки и бессменно тянут их. Как только они говорят «бисмилля», принесенное перед ними внезапно превращается в коровий помет, а его руки пачкаются, конечно. Понимая, что они
дьяволы, казахи выскакивают на улицу и убегают. Как только садятся в своих лошадей, 4 молодых людей, именно эти 4 демоны, превращаются в демонов, преследуют их, преследуя и мучая. Но к утру эти демоны в основном исчезают. Вот. Согласно легенде, эти 4 дьявола сыновья ужасного дьявола. Вот. Так пишет Миропив. Конечно, если посмотреть на эту картину, то именно исследователи Меруерт Абусеитова и Лариса Давхудаева, изучив именно все эти работы, нарисованные Мехметом Сияхом Калимом, предположили, что они принадлежат именно казахским степям. И в книге «Восточные миниатюры истории Казахстана», которую они опубликовали вместе, говорится так: некоторые персонажи изображены именно обнаженными до пояса, как вы видите именно в этой картине, или одетыми в широкие платья, кожаные, доходящие до колен. По внешнему виду они напоминают рабов или дервишей. Их одежда, образ жизни и фигуры в человеческом обличии указывают на то, что в их жизни еще не было влияния ислама или монгольской традиции. Извиняюсь. Эти работы мастера на самом деле отражают искусство степи до ислама. С другой стороны, изображение людей с круглыми лицами, большими ртами и носами и густыми бровями делает их похожими на выходцев из Центральной Азии и в Туркестане и в трансокеанском государстве. Конечно, художник Мехмет Сиях Калем принес сюжет особый колорит, раскрыв всю историю. Поэтому, когда мы рассмотрим некоторые аспекты истории, мы увидим, что демоны используют магию для людей. По этому поводу турецкий историк искусства Мехмет Сиях Калем, Масхар Шевкет Ипширолу в своей книге, конечно, пишет про Мехмета Сияха Калема, что именно он жил в Среднем Азии. Так, теперь идем, конечно, к другому примеру. В основном в изобразительном искусстве средневековой Европы здесь демонологические символы и знаки были широко распространены в связи с культом богоявления и средневековой демонологии. Дьяволы, адские пытки и другие элементы были изображены на фресках и рукописях, чтобы представить борьбу между добром и злом. Символы и знаки, связанные с демонологией, также присутствуют в современном искусстве. Некоторые современные художники использовали именно демонические образы и символику, как вы видите тут на экране. Тут сериал «Сверхъестественное». Тут, как говорится, знаки именно изгнания ангела, ловушка для демонов, от одержимости, удержания именно демона, ловушка для жнецов, звезда Водолея, тюльпа и, конечно, другие альтернативные атрибуты тут показаны. Вот. Конечно, продолжая рассмотрение темы демонологических символов и знаки в изобразительном искусстве, важно отметить, что их интерпретация зависит от контекста и культурных смыслов, присущих определенному времени и месту. Например, символы, которые считались демоническими в одной культуре, могут иметь совершенно другую символику именно в другой культуре, конечно. В различных религиозных и мифологических традициях демоны и их символы могут быть представлены разными образами. Они могут воплощать зло, искушение, страх или являться аллегорическими существами, символизирующими различные аспекты человеческой природы. Использование демонической символики в искусстве может быть средством исследования человеческих страстей, темных сил или обозначить внутренние конфликты и борьбу между добром и злом, конечно. Вот. Теперь в основном я бы хотел перейти к концу. Тут демонологические символы нашли свое отражение в различных произведениях, живописи на протяжении истории искусства.
Использование таких символов помогает художникам передать определенные именно идеи, создать атмосферу или вызвать определенные эмоции у зрителя. Вот несколько примеров демонологических символов в живописи. К примеру, в основном у нас дьявол, это изображение дьявола является одним из наиболее распространенных демонологических символов в искусстве. Дьявол может быть изображен в различных формах, от человекоподобной фигуры по ужасающего монстра. Например, к примеру, на фреске «Падение ангелов» Питера Брейгеля, как вы видите тут на экране, старшего демонстрирует дьявола в виде крылатых существ, падающих в пропасть. Тут идет теперь второе. Второе у нас инкубы и суккубы в средневековой и ранней ренессансской иконографии встречается изображение инкубов и суккубов, которые представляют собой мифических существ, связанных с соблазнами и, конечно, другими искушениями. Вот. Эти символы могут быть представлены как привлекательные существа с человеческими и ангельскими чертами. Потом у нас идет призраки и мертвецы. Изображение мрачных фигур призраков или мертвецов также является частой темой в живописи. Они могут представлять собой души умерших или потусторонних существ, которые вызывают страх или неясность. Например, работа «Ангел сглаживает косынку смерти», как вы видите именно на экране Эдварда Мунка, демонстрирует темный и загадочный образ существа, которое может быть связано с миром мертвых. Символы и знаки магии и оккультизма, живописные произведения также могут содержать демонологические символы, связанные с магией и оккультизмом. Например, пентаграммы или различные символы, связанные с ритуалами и магическими практиками, могут быть представлены в работах художников, которые исследуют эти темы. Потом идет, к примеру, грехи. В-шестых, у нас аллегория зла. В некоторых произведениях искусства демонологических символов могут быть использованы для представления аллегории зла, тьмы или порока. Например, работа Франциска Гоя, такие как «Черная картина» или «Сатурн глотает своего сына», содержат мрачные и жуткие образы, которые символизируют ужас или разрушение, как вы видите тут на экранах. Ангелы падших. Некоторые художники изображают ангелов падших, символизирующих падение и предательство. И эти образы могут выражать разные смыслы, такие как грех, губительные идеалы или внутренний конфликт. Примером такой работы может быть «Ангелы падших» Николаса Пуссена. Потом у нас тут идет символы и ритуалы черной магии. Некоторые художники могут изображать символы и ритуалы, связанные с черной магией или демоническими культами. Это может включать использование пентаграммы, свечей, крови и других элементов, которые ассоциируются с демонологией. В-девятых, у нас тут демонологические маски и искаженные образы. В некоторых работах художники используют демонологический символ для создания искаженных образов и масок. Это может быть способом передачи чувства ужаса, безумия или неправдоподобности. Примером такого подхода может быть работа «Маска сатаны» именно Шуберта Роберта, конечно. И в-десятых, тут у нас символы соблазна и искушения, демоны и их символы могут быть использованы для представления соблазна, искушения и падения. Это может отражать темы греха, неправеденности или внутренней борьбы человека. Примером может служить работа, к примеру, «Соблазнение святого Антония» или «Грехи и врата ада», именно Ян ван Эйка. В 11-м у нас изображение ада. Некоторые художники создавали работы, которые представляли собой визуализацию ада и его демонические обитатели. Это может включать изображение мучения пылающих пеклов и зловещих демонов. Примером может служить серия работа Иеронима Боска. Тут, как вы видите, тут «Сад земных наслаждений».
После этого у нас идет, к примеру, демонические существа и гибриды. В 12 в искусстве можно найти изображение демонических существ и гибридных форм, которые сочетают черты людей, животных и демонов. Это может создавать впечатление ужаса и неправдоподобности. Примером может служить работа подземных наслаждений Иеронима Боска, как вы видели тут на экране, конечно. И последние тут остались. 13 портреты и образы демонических сущностей. Художники могут создавать индивидуальные портреты демонических существ или демонов, чтобы выразить их уникальные черты и характеристики. Это может включать работу с особыми деталями и выражениями лица. Примером может служить сатанинский портрет Франциско Гойя. Потом у нас в 14 мифологические существа. Некоторые художники могут использовать мифологические существа, такие как гарпии, центавры или суккубы, которые связаны с демонологией, чтобы передать определенные аспекты человеческой природы или эмоции. Примером может служить работа Гюстава Моро, как вы видите тут, Эдип и Сфинкс, конечно. Потом Юпитер и Семела. И в конце у нас в 15-м идет демонические символы в сюжетах и мифологии. Художники могут использовать демонические символы и знаки, чтобы создать особые сюжеты или рассказы, связанные с мифологией и демонологией. Это может включать битвы с демонами, силами зла или спасение от их влияния. Примером может служить работа Рафаэля, как вы видите тут на экране, архангел Михаил, побеждающий именно дьявола. Спасибо всем за внимание. Это был у меня короткий пересказ, конечно, но еще много что надо исследовать. Рахмет. Рахмет, скажем, есть вопросы? Меня слышно? Карим, вы меня слышите? Я хотела бы вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если в казахской мифологии так называемый аспект, это демон, описан ли вообще демон? Какой он? Как он изображен? Да, где-то есть это описание? Как вам сказать? К примеру, Вот. только что я говорил, что первая книга про демонологию написана именно в 1888 году Миропиевым. В основном он там про легенды и сказок персонажей писал. А вот именно демонологическую часть, именно самого демона, думаю, что никто не писал. А можно Но он убрать только картинку? разных персонажей написал. Да, Карим, будьте добры, вот уберите картиночку, чтобы мы друг друга видели. Да, конечно. Ага, уберите, чтобы мы видели. Пардон. Дело в том, что да, получается, что все-таки у нас не было традиции фигуративной живописи, чтобы увидеть, да, потому что, допустим, на картине Абалдар-Кусе демон вдруг выступает в такой традиционной западной формуле с рожками, это вот из бестиария, да, такого. Вот. Это нет, я считаю, я так думаю, может, я ошибаюсь, это, скорее всего, не традиционно для казахского традиционного представления о демоне, потому что рога у нас не могут ассоциироваться с демоническим началом, потому что мы знаем, что у нас есть даже что? Символы определенные, Женерке Нурсбаевна, так? Они носят как раз сакральный больше характер. Вот, да, поэтому, конечно, полностью с вами поэтому, согласен. наверное, вам вот, ну, как бы в следующих, так сказать, ваших будущих работах, наверное, все-таки уточнить, а что же все-таки, каков образ демона в казахской мифологии? Да, Это это, конечно, было бы будет моя интересно. следующая исследовательская Ну, желаю тема вам статьи. успеха. Вот, да. Спасибо Вопросы большое. будут? Ну, если нет, дорогие друзья, мы уже подустали, конечно. Я понимаю, столько много информации, столько всего интересного мы сегодня послушали, таких разносторонних подходов, тем, но все это, каждое по-своему выступление, каждое сообщение
конечно, очень дорого, ценно для нас. И я завершаю сегодняшнюю, так сказать, нашу встречу и постараюсь быть очень коротенькой. Почему? Потому что вы сами понимаете, что философская тема, а мам, если можно, мою презентацию, или Зинара, кто? Где? Где? Я запустила уже. Видно? Да, хорошо. Я бы хотела просто, скажем так, небольшой экскурс сделать вот в то, что понимается семиотика и мифологика, постметафизическая проекция. Почему для меня была эта интересная тема? Конечно, я оттолкнулась от наследия Анура Обитаевича, и, как мы понимаем, так сказать, когда он начал заниматься мифологизированной историей сначала, конечно, вот то, о чем нам сегодня интересно рассказал Канат, профессор Скинбай, который совместно работал над этой темой с Ануром Обитаевичем. Вот. И потом выход на историческую семиотику, да, вот, так сказать, вот логика этого перехода, этого научного интереса, она на самом деле имеет под собой вот такую, я думаю, подспудно лежащую методологическую основу. И для меня очень важно было как раз-таки рассмотреть эту проблему с точки зрения действительно постметафизической проекции. Почему? Потому что с точки зрения метафизики или метафизики рациональности, или строгой науки, классической науки, конечно, эти вопросы бы мы сегодня с вами даже бы и не обсуждали. Это первый мой тезис. И я тут вот привела, так сказать, цитату из Бахтина, который говорил о том, что, извините, вернитесь, пожалуйста, на первую вернитесь. Критерий здесь не точность, а глубина. Это область открытий, откровений, предузнаний, сообщений. И я считаю, что когда мы работаем в рамках, так сказать, семиотических понятием семиотики, понятием знак там и так далее. Поэтому, конечно же, вот, так сказать, моя задача была увидеть и рассмотреть прежде всего в рамках постметафизической такой рефлексии, что такое логика мифа. И я это называю мифологикой. Почему? Потому что, собственно говоря, ведь эта тема, логика мифа, она заняла очень большое пространство гуманитарного познания, социогуманитарного познания, особенно 20 века. И если мы, скажем, считаем, ну, условно говоря, отцом постметафизики, как мы сегодня даже некоторые говорят, что отцом постструктурализма стал Фридрих Ницше, то понятное дело, что мифологика начинается буквально, собственно говоря, вот с позиции самого Ницше. И первый тезис мой, как видите, миф – это предшествие метафизики, да, предшествие метафизики. Ницше, который говорил о том, что переход от трагедии к сократической логике – это переход от одной мифологии к другой. То есть досократическая мифология, то, что мы называем, собственно говоря, мифологией в его прямом смысле понимании, а сократическая логика с точки зрения Ницше – это другой способ, так сказать, мифологизирования, другой способ, рациональный. То есть, вот, но при этом, критически относясь к метафизике, Ницше считает, что как раз-таки вот эта сократическая логика, она убила многое, что, так сказать, подавало нам как некую картину мира, понимание в определенных аспектах в мифе самом. И солидарен был с Ницше
замечательный философ, российский философ, в своей работе «Диалектика мифа», это, значит, он выразил следующую мысль. Миф же есть само бытие, сама реальность, сама конкретность бытия. Вот, понимаете, онтологический крен понимания мифа действительно делает вот миф на самом деле не сказкой, не нарративом, а, собственно говоря, способом, да, не просто познания, скажем так, формулой, условно говоря, того, что мы понимаем под бытием. И следующая цитата Лосева – это превалирование мифа над логикой, исследование не мифа за логикой, но логики за мифом. Вот это вот очень важный тоже момент. То есть каждый из них поставил под сомнение логику, рациональную логику науки, которая, собственно говоря, доминировала до начала 20 века, ну, так сказать, мы говорим о кризисе, собственно говоря, вот метафизики, а потом уже появление научных направлений. И мы знаем с вами прекрасно, что, к сожалению, гуманитарная наука очень долго искала пути своего раскрытия, своей методологии. Это мы с вами прекрасно, так сказать, понимаем. И еще один замечательный исследователь был Софтер, его работа называется «Логика мифа». И очень важный тезис: миф не подчиняется законам формальной логики. Мифологическое мышление – это творческая познавательная деятельность, имеющая свой разум и свою логику. В мифологии воображение доминирует над опытом, а образ не только и не столько представление, сколько смысл. Вот, как видим, в каждой из этой цитаты мы находим все то, что можно, в принципе, спроецировать на методологию, да, семиотических исследований. Мы ищем смысл, мы ищем, так сказать, иную логику символа, знака и так далее. Ну и затем, когда мы переходим уже, собственно говоря, к формирующейся, да, неокантианской школе, ярким представителем которой является Эрнст Кассирер, его работе «Философия символической формы», он рассматривал миф как автономную символическую форму культуры. Это замкнутая система, которая объединяет и объединенная, вернее, и характером функционирования, способом моделирования окружающего мира. Обратите внимание, мир, окружающий мир, способ моделирования. То есть это вот то, что потом, наверное, мы найдем как отклик уже у Лотмана. Это семиосфера, это способ, так сказать, формирования, да, моделирования окружающего мира посредством определенных знаков, да, символов и так далее. Следующая, так сказать, мысль Кассирера: миф рождается и господствует в культуре на стадии архаического сознания, но периодически воспроизводясь в социально-мифологических конструкциях. Вот теперь, так сказать, мы опять отсюда, отталкиваясь от, так сказать, этого тезиса, понимаем прекрасно, что, конечно же, сегодня семиотика получает такое разветвление. Это социальная семиотика, мы уже видим и визуальную семиотику и так далее. То есть на самом деле семиотический способ анализа, познания, он, собственно говоря, позволяет нам выйти за рамки определенного, одной единой, скажем, да, универсальной модели. И, как известно, Леви-Стросс, он тоже обратился в свое время к пониманию, рассмотрению мифологического мышления и говорил о том, что логические механизмы мифологического мышления порождают знаковые системы. С одной стороны, значит, оно выступает в своей логической специфике, метафоричность, логика бриколажа, это вот термин Леви-Стросса, на чувственном, а с другой – способность к обобщению, классификации, анализу. Обратили внимание, что когда мы работаем с текстом, и когда, так сказать, наша задача такой вот, так сказать, семиотический подход, то мы всегда выходим на уровень вот такого попытки целостного познания объекта, феномена, знака, в конце концов, и, так сказать, не останавливаясь на каком-то одном, скажем, да, понимании. То есть мы ищем смыслы. Следующий слайд, пожалуйста. Я очень коротко, я извиняюсь, конечно.
Вот. Значит, семиотическая структура мифа. В общем-то, на самом деле, если мы говорим не о семиотике, вот как бы в ее начале, фердинандовском смысле слова, ну как бы только исходя из понимания языка и речи, а уже выход на просторы семиотики культуры, то, безусловно, здесь мифологика работает. Это у нас третий, да, слайд? Третий слайд, пожалуйста. Да. Угу. Это третий слайд? Нет, это не третий, это четвертый. Это четвертый слайд. Будьте добры, третий, пожалуйста. Да. Вот. И вот здесь, значит, семиотическая структура мифа остановится на тезисе третьем. Метафизика абстрактна, миф конкретен. В чем особенность метафизического и, значит, мифологического? В мифе потустороннее обнаруживает себя непосредственно посюсторонним. Метафизическое нет, потому что метафизика четко отделяет, так сказать, трансцендентность от реального. То, о чем сегодня нам рассказывала Инна, о театре, да, вот, так сказать, о пространстве, семиотическом пространстве театра, то как раз-таки оно именно в семиотическом ключе можно было позволить себе увидеть этот диалог или сопричастность зрителя и сцены зрителя и действия театрального. Почему? Потому что метафизическое пространство, оно четко отделяет сцену, значит, занавес, который отделяет условно, значит, сцену как некое, скажем, сакральное пространство, и зрительный зал. Подобное соотношение потустороннего и посюстороннего выступает в качестве основной характеристики семиотической структуры мифа. Миф не отрицает трансцендентное, представленное существенно в ином способе его выражения и понимания. То есть и потусторонность, и трансцендентность, она присутствует в мифе. Вот мы сегодня тоже это было продемонстрировано, скажем, нашими выступающими. Далее, мифу присущ символизм, утверждающий полное равновесие между внутренним и внешним. Ну, понятно, это мы знаем с вами. Идеей, образом, идеальным и реальным. Следующий. Тексты Ницше сами мифологичны. Мы тоже это с вами четко знаем из истории философии и знания текстов Ницше. И самое главное, что жизнь-то самим Ницше понимается как процесс мифотворчества и как семиотический процесс. Вот как только мы соприкасаемся с этим определением, конечно, может быть, скажем так, не совсем точное понимание того, что стоит за понятием мифотворчества. В данном случае мы говорим о мифотворчестве с точки зрения бытия, с точки зрения бытия. Затем, следующий тезис – это постметафизики искали философии конкретное, живое бытие и нашли его в мифе, поскольку там природа не противоречит культуре. Вот здесь мы обратимся к Хайдеггеру, который, как и в свое время Леви-Стросс, рассматривал понятие подручность. Вот подручность – это способ бытия. И по Хайдеггеру самое интересное, что этот способ бытия, когда нет противоречия между тем, что есть наличествующее, но это наличествующее, оно должно быть бытийственно. Это как вещь, вечность вещи. Следующий слайд. Следующий слайд, четвертый, пожалуйста. Угу. Ну и вот, так сказать, заключительные тезисы, с которыми хотелось бы вас ознакомить. Я все-таки гипотетически полагаю, что семиотика все-таки в основе своей это определенная мифологика, или как бы механизмы мифологики заключены в семиотическом, так сказать, подходе. Во-первых, семиотика, заручившись возможностью игры разных степеней реальности самого бытия,
то есть скрытым потенциалом мифологики, вышла из подчинения метафизики рациональности и ее учения об однородном пространстве бытия и возродила научную легитимность мифа как и культурного текста, и как нарратива, и как мировоззрения, и так далее. То есть понятно, что теперь миф стал многосмысленным. Следующий вывод или тезис заключительный. Миф – мысль, выраженная языком символов, значит, исключает однозначную трактовку. Миф не диктатор, не учитель. Он знает и знаменует, в смысле означивает сокрытость бытия. Ну, в данном случае я вот использую цитату Хайдеггера «язык как самовыговариваемое бытие». И последний тезис – аисторизм онтологической картины мира. То есть, естественно, это мифологическое сознание, да, мифологическая картина мира, она аисторична. Мира нелинейного, и в структуре его видения рисунка отражено и спроецировано на логике мифа, что в определенной степени повлияло на семиотический дискурс понимания, интерпретации сущего, способе самовыражения, языке, знаке и символе. На этом я заканчиваю. Я просто пока тезисно, чтобы, ну, скажем так, не перегружать вас, уважаемые коллеги. На этом я завершила свое сообщение. Ваши вопросы, буду рада ответить. Альмира Бекетовна, я думаю, это такая сложная тема, сейчас тоже нужно осмыслить. Ну, хорошо. Да, так Если просто не задашь вопрос. так просто не задать. Хорошо. Ну, я думаю, что мы все потом, да, в письменном, так сказать, варианте выставим, чтобы можно было нам всем ознакомиться с текстами всех наших выступающих поближе. Вот. Дорогие уважаемые коллеги, может быть, кто-то хочет высказаться вообще о нашем сегодняшнем круглом столе или конференции, как мы ее называем, неважно. Но мне кажется, все-таки это круглый стол. Такое ощущение, что мы все сидим за одним столом и делимся нашими, нашими какими-то познаниями. Да? Кто-то хочет сделать какое-то, так сказать, заключительное слово сказать? Я единственное, даже не заключительное, конечно, я хочу поблагодарить наших зарубежных коллег, они такие молодцы. Столько интересного все равно узнаешь, и это, ну, как бы расширяет горизонты, и про театр я вообще не думала, если честно. И вот в таком этом, просто я не особо сильно знаток театра, поэтому мне было безумно интересно, и Мустафа Бейбеке, тем более я турецких поэтов тоже с этим, не скажу, что знаток так, и благодаря вот сегодняшним презентациям и выступлениям я много чего узнала и подумала, какое у нас непаханное поле, если честно, нам встречаться и встречаться, и как инициировать проекты под, я не знаю, тема просто колоссальная и разнонаправленность такая, мне было очень интересно. Спасибо большое нашим коллегам. Спасибо, Жанеркена Рузбаевна. Кто-то еще хочет выразить свое удовлетворение? Альмира Бекетовна, если позволите. Да, конечно, конечно. Так как наш круглый стол был посвящен... Альмира Бекетовна, если разрешите, вас... Канат Мурза, да, пожалуйста. Пожалуйста, конечно, конечно. Я тоже, в свою очередь, хотел бы всех поблагодарить, поскольку сегодняшнее мероприятие, думаю, получилось очень интересное. Каждый из нас в какой-то своей области специалист, но в данном случае у нас всех объединила семиотика и ее методы, и мы посмотрели и увидели, как каждый из нас, наверное, использует свои методы. Не будучи специалистом в той или иной области, мы можем вот так вот находить точки соприкосновения и обмениваться. У нас мероприятие как раз-таки не только для демонстрации наших результатов, но и для обмена опытом.
для того, чтобы мы посмотрели, как наши зарубежные коллеги используют данную методику, данные методы и так далее, чтобы получить у них какую-то информацию и поделиться своей информацией, которая есть в нашем арсенале. Я думаю, это мероприятие очень полезное. Вот. И каждый раз убеждаюсь, что наш проект «Языки культуры» – это не только семиотический, но и в прямом смысле язык нужно учить, нужно знать. Сегодня у нас такое прям большое множество различных языков, и турецкий, и английский, и так далее. То есть и это очень радует, что у нас международная такая аудитория. Вот. Большое всем спасибо, рад был вас видеть, рад был еще раз поговорить, заочно познакомился, и надеюсь, будет какая-то еще возможность всех вас увидеть лично, пообщаться. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Кто-то еще желает, может быть, наши уважаемые гости. Sayın Mustafa Öztürk hocam, eğer sonuçlanma durumuna da geldik, eğer mümkünse kendi konuşmalarınızı da yapsanız. Ben herkese teşekkür ederim. Ya Rusça konusunu anlamadım ama söylenenleri sağ olun, var olun. İyi bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Дорогие коллеги, Мустафа Бей сказал, что увидимся на следующей конференции. Всем спасибо большое, огромное. Инна Геннадьевна, вы с нами? Да, конечно. Мы рады бы вас послушать еще раз. Спасибо, спасибо, Если вы с уважаемые нами, если мы коллеги. вам не надоели еще. Что вы, я как раз с большим интересом прослушала все доклады, и вот в вашем докладе, в последнем, с большим удовольствием увидела ссылку, цитату на Михаила Бахтина. Конечно, он был очень связан с Московско-Тартусской школой, и дружески связан, и интеллектуально. И знаете, когда вот вы привели эту его мысль, я подумала об этом прекрасном понятии полифония, я его тоже очень люблю. Что такое полифония, да, который писал Бахтин, потом во французской традиции Дюкро развивал, когда есть, да, какие-то разные подходы, разные голоса, да, диалог. Но главное то, что в результате двух голосов, например, рождается третий, в результате трех голосов рождается четвертый. То есть это как раз то, о чем мы только что сказали, это обогащение. Да? Мы делимся нашими наработками. Я для себя тоже очень много узнала сегодня. И, естественно, возникают какие-то новые идеи. Поэтому большое вам спасибо за прекрасный круглый стол или конференцию. Я очень надеюсь, что наши встречи будут продолжаться. Вот, и, соответственно, возможно, будут какие-то совместные инициативы, может быть, и с участием молодежи, может быть, молодых студентов. Вот. Очень бы хотелось. Спасибо большое еще раз. Благодарю вас, Инна Геннадьевна. Действительно, вы правы, надо расширять нашу аудиторию и на самом деле уже проецировать на молодых. Но мы пока набираем свои силы, Инна Геннадьевна. Мы сейчас на старте находимся, поэтому вы нам очень дороги, поскольку делитесь своими знаниями, прекрасными знаниями, богатством таких в семиотике, конечно, мы только на старте, это я признаю, поэтому сейчас у нас идет осмысление и приближаемся к собственному материалу, семиотическим подходом. Поэтому на самом деле вы нам очень дороги. Мы рады будем всегда вас слушать, слышать, видеть. Благодарю, взаимно. Так, Рахиля Ханум с нами? Или она, наверное, Рахиля Ханум, к сожалению, не смогла подключиться. Она не смогла, она же в Испании сейчас, и мне кажется, там сложности какие-то возникли. Ну что, уважаемые коллеги, по-моему, Динара хотела что-то сказать. Динара, Хотела сказать то, что наш профессор Ануар Абитаевич, который когда-то заинтересовал нас всех семиотикой, можно сказать, объединил мои
исследования этнографические с философией Альмиры Бекетовны, с искусствоведением Жанарке Наурзбаевны, Амана Ильясовича, с литературой турецкой. И теперь Инна Геннадьевна также уже второй раз дает такой интересный доклад. Я думаю, Ануар Абитаевич очень бы гордился тем, чего мы достигли за эти 3 года в рамках данного проекта. Поэтому, конечно же, хотела поблагодарить всех за ваше внимание, за ваше участие, за желание развивать данную науку. Я надеюсь, что в дальнейшем, как Альмира Бекетовна сказала, это у нас только старт, но мы сможем также и студентов заинтересовать. Тем более Инна Геннадьевна очень много интересных идей подала, поэтому мы будем работать в этом направлении. Большое спасибо. Спасибо, Динара, и благодарю вас за верность ученицы к памяти своего учителя. Это здорово, это благородно. Так что, дорогие друзья, уважаемые коллеги, на самом деле, я считаю, что мы сегодня достойно почтили память нашего друга, нашего коллеги. Кому-то учитель, кому-то друг, кому-то коллега. Так что, как Динара сказала, наверное, все-таки Ануар Абитаевич был бы доволен тем, что его дело продолжается, развивается, и он на самом деле заложил зерно такого интереса к семиотике. А мы будем стараться растить дальше маленькое высаженное деревце и будем поливать его водичкой, да, наших знаний. Что, уважаемые коллеги, дорогие друзья, очередной раз хочу сказать, конечно, что я рада всех видеть, что было очень здорово. И я считаю, что для каждого очень полезно само это общение. Действительно, Инна Геннадьевна, действительно, ведь философия диалога, полилога, это вот 20 век, который, собственно говоря, противостоял монологизму, жуткому диктату, о чем мы с вами понимаем, о чем идет речь, но она делает шире пространство нашего общения. Пусть оно будет добрым, полезным для каждого из нас. До новых встреч. Спасибо, Альмира Бекетовна. До свидания всем. До свидания. До свидания. До свидания.